За 7 лет здесь ничего не изменилось. В этих комнатах все выглядит так, будто хозяйка вышла ненадолго и скоро вернется. В 2013 году 27-летняя Лиана Тоду обратилась в больницу с пищевым отравлением. Итогом похода к лучшим докторам столичной инфекционной больницы стала кома, в которую девушка впала после лечения. Поняв, что необходимо исправить ситуацию, девушку начали пичкать самыми различными препаратами, которые еще больше усугубили состояние. В конце концов, Лиану Тоду на реанимобиле вывезли в Дагомыс, где она, не приходя в сознание, скончалась. Мать девушки Руфина Чаабаларху впала в глубокое отчаяние. Спустя время она узнала, что смерть ее единственной дочери обросла самыми фантастическими подробностями, которые ничего общего с истиной не имели. Пересказывать не буду, могу лишь констатировать, по информации горе-докторов, молодая здоровая девушка умерла по собственной вине из-за неправильного образа жизни, а они всего лишь пытались ее спасти. Вот все, что в Сухумской инфекционной больнице выливали моей дочери, было противопоказано моей дочери. Даже Дашаева, которая, она вот сейчас в Верховном суде сказала, что все в Абхазии врачи возмущаются, как, мол, я не виновна, а как она не виновна? Если она реаниматолог, как она может пациенту в коме вводить противопоказанный препарат? Она же реаниматолог, она должна пациента с комы вывести, а она вливала тот препарат реланом, который вводил в кому. И теперь она работает. У меня просто действительно уже нервов нет, но они сегодня не должны работать. Ни Воба, ни Дашаева. Руфина Чаабаларху с такой несправедливостью не могла смириться и начала выяснять детали лечения. Вся последующая информация легла в основу судебного разбирательства, которое длилось долгих 5 лет. И чего только за это время не было. И подложные документы, и давление, и угрозы. Но Руфина Чаабаларху упорно шла к единственной цели – призвать к ответу врачей, лишивших ее дочь жизни. Фактически же они же ее доконали, убили, ты понимаешь? Если бы я своего ребенка на ногах здоровый, Будба говорит, слушайте, она утром пришла, смеялась со мной, разговаривала, говорит, что вы сделали, говорит, с ребенком, это в ее показаниях там есть. Вот. И что мой ребенок через 2-3 часа ее в кому ввели и убили, и что я должна была? Практически все СМИ Абхазии в разные периоды освещали эти судебные процессы, но конца не было видно. И вот не далее, как в прошлом месяце, в деле врачей, как его окрестили журналисты, поставлена точка. Нателла Паписимедова, Астанда Воуба и Нина Дашаева признаны виновными, хоть приговор в отношении них не вступил в силу из-за примененного акта амнистии. Один суд выносил незаконное решение, Верховный суд отменял, передавали другим судьям, они также нарушали, они шли на процессуальное нарушение закона. Это все я выявляла. И когда я это выявляла и писала жалобы в ККС, судьям, конечно, это не нравилось. Было такое, что даже судьи старались и на меня руки поднять, и оказывать давление. И в связи с чем все эти судьи действительно пострадали. Пострадали как? Нет, это не я их наказывала. Я писала жалобу в ККС, ККС принимала решение. Ради своей погибшей дочери и то, что я перенесла за 5 лет, вот, я не могла это позволить, и я добивалась законом, чтобы их не допустили больше к судебной власти, чтобы они нарушали вот такие законы. Государственным актом, каковым является амнистия, им простили совершенное деяние. Однако их виновность не оспаривается, так как сами врачи дали согласие на амнистию, а значит, согласились с предъявленным им обвинением. Решением коллегии Верховного суда Абхазии врачи Паписимедова, Воуба и Дашаева в счет возмещения морального и материального вреда обязаны выплатить маме Лианы Тодуа денежную компенсацию. Никакие деньги, никакие миллионы мне не заменят мою дочь. Руфина Чаабаларху несколько раз выигрывала процессы, которые были связаны с клеветой, распространяемой о смерти ее дочери. Суд налагал штрафы на распространителей лживой информации. Все полученные средства мать Лианы Тоду направила на помощь детям в фонд Ашана и Керас. Деньги, которые ей по окончательному решению суда обязаны выплатить врачи, она также направит на благотворительность. Только на этот раз в круг людей, которым она желает помочь, войдут и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.